Аварийные службы приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Речпорта. Предварительный срок окончания работ с учетом изменения уровня воды на реке – 48 часов. Об этом сообщили во время оперативного совещания комиссии по чрезвычайной ситуации города Якутска. В ходе проверки Управления муниципального контроля окружной администрации был подтвержден факт разлива нефтепродуктов с демонтированного судна, принадлежащего судоходной компании «Якутск». Об этом ранее сообщили члены Общественной палаты города Якутска. Глава города Айсен Николаев потребовал немедленно приступить к устранению последствий разлива нефтепродуктов с привлечением сил и средств республиканских и федеральных структур, чтобы исключить опасность загрязнения водозабора. Ликвидация инцидента с разливом нефтепродуктов производится силами аварийно-спасательного формирования сервиса «Промышленная безопасность» совместно с судоходной компанией «Якутск». Источник разлива нефтепродуктов локализирован боновыми заграждениями. Поверхность воды обрабатывается сорбентами. Впоследствии загрязненная вода будет собрана. Угроза попадания в водозабор и прилегающую водную акваторию устранена. Работы по ликвидации разлива вступают в завершающую стадию. То есть мы уже приступили к окончательному этапу проведения работ. Существует мнение по поводу, если вода поднимется, то это все уплывет. Это может быть такое? Данная ситуация невозможна по причине постановки боновых заграждений, которые не позволяют проникнуть нефтяной эмульсии в акваторию речного порта, то есть они довольно-таки плотно удерживают эмульсию. Кроме того, обращаю внимание, что речь идет не о нефтеразливе в чистом виде, а о ликвидации последствий вследствие замазученности грунта, который, в свою очередь, привел плановый паводковый подъем воды. То есть вода поднялась, замазученность грунта попала в акваторию, и этот замазученный грунт убирался в соответствии, опять же, с планом ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при помощи сорбционных изделий. То есть эта нефтяная эмульсия, когда обрабатывается сорбентом, она теряет свои поражающие свойства, назовем это так, и не представляет угрозы для жизни и экологии природной среды. Стоит учесть тот фактор, что момент прохождения реки занимает достаточно длинный промежуток времени, и определить, допустим, откуда принесло то или возникло это, очень сложно. Как известно, при повышении воды поднимаются различные бревна, остатки пиломатериала, деревья. И секрет, что в некоторых местах имеет место загрязненность прилегающего грунта к водной акватории. Все это вместе, конечно, с течением сбивается в некую часть, которая плывет, и при визуальном контроле со стороны создает видимость, что действительно это нефтяное пятно, это имеет какую-то гипотетическую опасность для окружающей среды. Смею вас уверить, что на данном участке проведения работ, там, где работаем мы, такой возможности просто не может быть по определению, потому что боновые заграждения поставлены двойным контуром, то есть мы страхуемся в таких случаях, если даже вдруг вследствие подъема воды или сильного волнения на воде нефтяная эмульсия будет перехлестнута через первый контур, второй его обязательно сдержит. Кроме того, мы же не только наблюдаем за ситуацией, мы постоянно производим сорбцию в водной акватории. То есть таким образом последствия вот этой нефтяной эмульсии, они гасятся на корню и уже не представляют какой-то угрозы. В дальнейшем сорбент этот уже обрабатывается и утилизируется в соответствии с остальными мероприятиями. В работах задействована тяжелая техника судоходной компании «Якутск», которой поручено в течение дня вывести оставшиеся части распиленного судна «Нефтесборщик 504» с территории Речпорта. На текущий момент полностью очищена от нефтепродуктов левая часть береговой полосы. Что касаемо именно данного участка работы, именно то, что здесь произошло, данный участок у нас, скажем так, жестко зафиксирован боновыми заграждениями, то есть утечка тут просто невозможно, я даже сказал бы так. И как раз таки уже идут работы по сбору. Я думаю, что попадание в район водозабора или в основное русло реки Лена исключена. Нефтепродукты всегда легче воды, они всегда остаются на плаву. То есть
Я думаю, что тонуть он не может по закону физики даже. Боны рассчитаны таким образом, что волнение воды рассчитано, то есть нахлёст исключена. Опять же, имеется юбка, то есть подводной части, где-то сантиметров на 20. То есть это практически исключено. Боны рассчитаны именно для такой среды воды, для именно, скажем так, тихой, спокойной. Также они рассчитаны для несколько, так скажем так, крупных фракций, там может быть что-то бревна, может вот так вот, удары выдерживают. В принципе. Разрыв тоже исключен. Сейчас ведутся работы на правой полосе. Вода в месте аварии заметно очистилась. Радужная пленка, основной показатель загрязнения, имеет точечный характер. За боновыми ограждениями она отсутствует. Внутри боновых заграждений запущена сливная станция, которая работает на прием загрязненной воды. Параллельно при помощи подъемного крана убираются прибытые к берегу нефтепродукты и бытовой мусор. А судно, которое вы сегодня видите, мы задействовали для того, чтобы собирать с поверхности воды вот эту масляную пленку. Судно это ОС-21. Основная цель – это откачка подсланивых и хозфекальных вод. Мы можем откачивать и хозфекальные воды, и подсланивые воды. Она только принимает в себя и затем сдает на переработку в другое судно, которое у нас тоже имеется. И там уже происходит очистка, отделения воды от нефтепродуктов. Она уже один раз сходила, выкачалась вчера. Результат есть. Практически мы не допустили выхода нефтепродуктов в реку. Двойное боновое заграждение. Ну, вот, хорошо, вот наши партнеры. Мы уже с прошлого года с ними работаем, аварийно-спасательный отряд. Они молодцы, вот, координируют наши действия, подсказывают, как, что делать. Дальше уже, как и мэр сегодня сказал, наступит момент рекультивации. Будем все равно убирать эту почву. Я сегодня с ним разговаривал, с мэром. Он как бы говорит, готовьте программу, как вы тут, что хотите сделать. Да, горожанам что я могу сказать? Пускай они не волнуются. Мы, в общем-то, речники никогда там сильно не подводили и не подведут, и все это локализуют, все это уберут. Хотя это сделано не нашими руками, но уберем мы своими руками. И мое руководство все знает об этом. И как бы... Я не говорю, что оно поддерживает, но мы и сами, как и я, тоже горожанин, тоже должен быть не безучастным. Вот сегодня утром здесь работало человек, наверное, 25 с нашей компании. Просто мы отпустили людей, ну, лишнего, чтобы не было. Все прибираем, все убираем. Никакой утечки нет, пускай не волнуются. Двойное боновое заграждение. Сейчас мы вот узкое уберем этот весь сорбент. Завтра мы еще раз отсорбируем это все. Боновое заграждение будет стоять столько, сколько надо. В принципе, пока не спадет вода, пока это все не обсохнет. Мы сегодня своими силами убрали эти все остатки металлолома, хотя это как бы не наше, потому что те компании, которые резали, они исчезли. Они исчезли, там органы начали с ними заниматься, и они как бы это, я не скажу, там в бегах или где они там, это органы пускай занимаются, там следственные. Мы своими силами металлолом этот убрали, вот, я имею в виду от береговой полосы вглубь, чтобы он был больше не подвержен затоплению, и там все равно там на нем есть масляная пленка, чтобы опять эта пленка не попала в воду. Ну, горожане могут не беспокоиться, мы сделаем все, что нужно. И никакой утечки нефтепродуктов не допустим. Руководители Якутской природоохранной прокуратуры и Якутской транспортной прокуратуры проинформировали, что ими начата прокурорская проверка данного инцидента и установление его причин.
Как раз благодаря общественникам я считаю, что нам удалось предотвратить большую вообще экологическую катастрофу. Потому что, судя по всему, собственники этого разрезанного судна, собственники металлолома, речного порта, вообще особо не задумывались о том огромном вреде, который они могут нанести или даже уже нанесли нашей реке Лена. Акционерное общество «Водоканал» ведет усиленный контроль за качеством воды. Кроме того, анализы качества воды проводятся управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Забор проб воды на содержание нефтепродуктов производится ежечасно из акваторий водозаборных сооружений, а также со станции первого подъема. По результатам мониторинга, результаты химического анализа воды показали содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации в среднем в 4,5 раза.